Сергей Борисович, здравствуйте и добро пожаловать в Абхазию. Для начала хотелось бы, чтобы вы нам рассказали о вашем вузе. Белгородский государственный технологический университет, как мы знаем, является одним из ведущих вузов Российской Федерации. Совершенно верно. Наш университет занимает очень высокие места в рейтинге и среди вузов Российской Федерации и является опорным университетом. Это один из 33 вузов, которые ведут направленную деятельность на то, чтобы поддерживать жизнь региона и Российской Федерации в целом. В нашем университете более 1700 учатся студентов из других стран. И многие ребята приезжают для того, чтобы научиться перспективным специальностям, чтобы потом применить свои знания уже в своей стране. Что касается самого вуза, то это очень известный инженерно-строительный вуз, который готовит более чем по 300 направлениям подготовки. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. Кроме того, в нашем университете есть и колледж высоких технологий, где готовят по 3 уникальным специальностям. Это архитектура, экология и управление многоквартирным домом. Помимо всего, что мы можем предложить ребятам вот этих специальностей, у нас есть еще военно-учебный центр, который готовит по 3 специальностям. И ребята по окончанию центра получают звание либо сержанта, либо офицер запаса. Это такие направления, как командир мотострелкового отделения и командир отделения разведки. На территории университета есть и общежитие, где ребята проживают, есть все учебные корпуса, стадионы, бассейны, ну и много всяких вспомогательных зданий для того, чтобы ребята могли комфортно, не выходя за пределы городка, жить и заниматься спортом, учебой и досугом. Сергей Борисович, ваш вуз несколько лет сотрудничает с Министерством просвещения нашей страны, и вы выделяете лимиты нашим абитуриентам, приезжаете непосредственно здесь, проводите вступительные испытания. Буквально вот вчера прошел экзамен. Расскажите, пожалуйста, как проходили экзамены? Если честно, у нас долгие традиции и сложилась уникальная ситуация, когда мы ежегодно приезжаем в вашу республику для того, чтобы выпускники могли поступить в наш университет. Нашим ученым советом выделяется каждый год определенное количество бюджетных мест, и мы объявляем набор еще осенью. И, соответственно, Министерство просвещения располагает этой информацией и по школам распространяет о возможности поступления в наш университет. Что касается этого года, то в этом году было выделено 45 бюджетных мест, но условия, в которых проходило обучение, и не только Россия, но и Республика Абхазия все-таки наложили свои ограничения, и в этом году подали порядка 15 заявлений в наш университет ребята, выпускники Республики Абхазия. В нашем университете более 70 сейчас ребят обучается, и это различные направления, начиная от строительства и кончая IT-направлениями. А какие специальности в основном пользуются большим спросом у наших студентов? Ну, в основном ребята идут на промышленное и гражданское строительство. Это информатика и вычислительная техника, технологические машины и оборудование. То есть это те направления, которые необходимы для нужд Республики Абхазия. Хотелось бы узнать, каковы успехи наших абхазских студентов. Я хотел бы отметить их прилежание и способность осваивать образовательные программы. Ну, соответственно, вы знаете, что все отличниками не бывают. Есть и те, которые имеют задолженности, есть те ребята, которые прилежные и могут осваивать на все пятерки, сдавать сессии. Ну вот вы говорите, что не у всех получается учиться на отлично. Были ли случаи отчисления? Конечно же, были. Ребята отчислялись по собственному желанию, некоторые отчислялись для того, чтобы перевестись в другой вуз.
бывает такое, что в процессе обучения студент понимает, что это не мое, или он не смог освоить эти образовательные программы. Но есть те ребята, которым очень нравится, и они участвуют не только в учебном процессе, но и активно участвуют в жизни нашего университета. Сергей Борисович, с какими проблемами в основном сталкиваются наши студенты в вашем вузе? И проводится ли с ними какая-то воспитательная работа? Все-таки студенты попадают в другую страну, находятся в чуждой для них обстановке. И хотелось бы знать, есть ли над ними какой-то контроль с вашей стороны? Контроль и безопасность. Дело в том, что в нашем университете создана уникальная система безопасности. Во-первых, городок окружен огороженной территорией. У нас очень много стоит камер для того, чтобы можно было посмотреть за тем или иным уголком, как проходят лекции. У нас полностью автоматизировано, и ребята могут расплачиваться карточкой, да? То есть не нужно носить с собой наличные. У нас в каждой аудитории в поточной стоят камеры. И даже сам родитель, если отпускает ребенка, он может получить в деканате ссылочку и посмотреть, сидит ли мой ребенок на этом занятии или нет. Проблемы, они не только для ваших студентов, да, на ваших студентов распространяются. Это общие проблемы, когда меняется форма обучения, когда ребята уезжают из родного дома, и, соответственно, мы принимаем и пытаемся создать все условия, чтобы им было комфортно. Ну и будем говорить, что все образовательные программы у нас построены таким образом, чтобы ребята могли с самого начала, если у них есть желание, осваивать, даже если у них не было каких-то навыков. Что касается дисциплины, вот, в отличие от других регионов, ваши ребята отличаются дисциплинированностью. Этот вопрос, наверное, беспокоит каждого родителя, вопрос трудоустройства. Понятно, что после окончания вашего вуза наши выпускники должны вернуться в Абхазию. Но вопрос практики, стажировки, есть ли возможность у выпускников там, в Белгороде, проходить по специальности практику и стажировку? У нас обязательно после каждого курса ребята проходят практику. А практика связана с той специальностью, которую они осваивают. И им предоставляется возможность работать как и в студенческих отрядах. Это работа на заводах на территории Белгородской области. И ребята с удовольствием проходят эти практики, которые даже, будем говорить, оплачиваются. По мере прохождения практики и работы они получают за это заработную плату. В среднем размер достигает 20 тысяч. Из числа абхазских студентов есть ли стипендианты? Стипендию они получают, когда они поступают на первый курс, всем автоматически назначается стипендия. А потом, после сдачи первой сессии, ребята получают в зависимости от того, как они ее сдали. Если сдали на хорошо и отлично, они получают повышенную стипендию. Размер стипендии в этом году составляет 2100 рублей. Сергей Борисович, вы уже, еще раз повторюсь, что несколько лет сотрудничаете с нашим министерством. Хотелось бы узнать, в будущем будут ли у вас какие-то совместные проекты, либо у вас есть какие-то планы? Буквально вчера мы обсудили проект об олимпийском движении. Мы предлагаем ребятам, выпускникам, не только выпускникам, но и всем школьникам Республики Абхазии пройти через олимпиадное движение, для того, чтобы потом поступать в вузы Российской Федерации. Также мы предлагаем, чтобы представители Министерства просвещения вошли как соорганизаторы определенных олимпиад, в которых мы будем ребят отбирать и проверять
оценивать их таланты. Призеры и победители Олимпиад могут приниматься в вузы Российской Федерации без вступительных. Ну и в завершении нашей беседы, Сергей Борисович, я, наверное, уже могу сказать, после вчерашних вступительных экзаменов все 10 абитуриентов уже стали студентами Белгородского государственного технологического университета, с чем я их поздравляю, и хотелось бы услышать ваши напутственные слова. Ну, хотел бы пожелать всем ребятам, чтобы они шли к намеченной цели, не стеснялись задавать вопросы, были бы активными, и чтобы они не подвели своих родителей, своих учителей, чтобы они подтвердили свои знания и учились хорошо. Ну а также хотел бы пожелать в условиях вот этой вот обстановки, конечно же, здоровья, а родителям набраться терпения и поддержать своих ребят. Сергей Борисович, спасибо, что нашли время для беседы. Спасибо, что все так подробно нам рассказали. Спасибо. И табук.